Этим утром круизный лайнер «Князь Владимир» прибыл в столичный порт Абхазии в тестовом режиме. В этом году лайнер будет курсировать по маршруту Сочи-Сухум-Сочи. Круиз будет длиться 5 дней. Судно в порту Абхазии будет стоять 3 дня. С 29 июня по 11 сентября судно совершит 11 рейсов. Первый тестовый приход лайнера «Князь Владимир» состоялся в 2019 году. Были запланированы рейсы на 2020 год, но из-за пандемии и ограничительных мер это не удалось осуществить. Этот вопрос уже стоял давно, как вы помните, на встрече двух президентов ставился этот вопрос в 2018 году, и при поддержке наших коллег из Министерства транспорта Российской Федерации на сегодняшний день этот проект осуществлен. На борту судна 54 пассажира. Это представители туркомпании, которые будут изучать экскурсионные направления, и 96 членов экипажа, рассказал гендиректор Абхазского морского пароходства Даур Ардзенба. За несколько минут до прибытия круизного лайнера «Князь Владимир» в порт Сухума пришли первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа и вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. Надо сказать, что это не первая попытка реализации этого проекта, и, соответственно, наша профильная компания Абхазское морское пароходство очень предметно этим вопросом занималась. И вот сейчас в тестовом режиме заходит сегодня «Князь Владимир», после чего уже на регулярной основе будут осуществляться соответствующие перевозки. Тут надо понимать, что это очень востребованный вид туристической услуги. Это дополнительная опция в туристическом бизнесе Республики Абхазия, которая будет направлена на увеличение пассажиропотока. Вы представляете, что приходит лайнер, 3 суток швартуется здесь и 3 суток находится непосредственно здесь. Люди пользуются услугами объектов общественного питания, объектов торговли, смотрят достопримечательности, с удовольствием проводят время и с хорошими впечатлениями уезжают из Республики Абхазия. Открытие маршрута «Князь Владимир» в Сухум стало возможным благодаря договоренностям руководства Абхазии и России. Генеральный директор черноморских круизов Александр Ткаченко отметил, что тестовый рейс для лайнера расценивает как экзамен. Туристов на данном рейсе в настоящее время нет. Есть экипажи, есть представители туристической индустрии, в основном города Сочи, но и других регионов Российской Федерации, которых мы пригласили тоже для тестирования данного рейса. Как я уже говорил, тест – это экзамен для нас, для экипажа, в какой-то степени для принимающей стороны экзамен. Есть определенные технические вопросы, которые сейчас приходится урегулировать. Первый, как говорится, шаг мы сделали. Дальше, я думаю, все будет более складно идти у нас. Теплоход прошел реконструкции в 2013, 2017 и текущем году. Проведена модернизация интерьеров, системы кондиционирования. Круизный 9-палубный лайнер – это отель на плаву, созданный для комфортных многодневных морских круизов. Все предусмотрено для безопасного и безостановочного отдыха. Обслуживает круиз на лайнере по Черному морю русскоязычный персонал. Средняя загрузка 9-палубного лайнера – около 600-700 пассажиров. Для пассажиров у нас предусмотрены каюты разного класса. Есть каюты палубные, есть каюты внутренние, бортовые с иллюминаторами, они чуть меньше площади. Внутренние каюты, они чуть больше площади. Есть каюты-сьюты, это 5-я, 7-я палуба увеличенной площади. В каюте телевизор, в каюте фен, в каюте ванна с потрясающей плиткой, которая мне нравится. И эта плитка историческая, сохранена с момента постройки лайнера. Лайнер 71 года, это винтажное судно. Мы вчера в Сочи, получается, где-то в 10 выплыли. На борту были, у нас был фуршет, ужин. В целом, да, комфортно, там все очень даже достойно выглядит. Я думаю, будет интересно. Здесь мы планируем в воскресенье уже обратно отбывать. Сейчас хотим пойти на пляже, погулять по Сухуми. В Сухуми первый раз. До этого была там в Гаграх, на Мимозу, вот как вам приезжал на мандарины, а в Сухуми не была еще. За 4 часа до отшвартовки круизного лайнера «Князь Владимир» в порту Сухума начинается процедура паспортного контроля в пункте пропуска через государственную границу. До начала этой процедуры все туристы, зарегистрированные на международный рейс, должны прибыть на борт лайнера. «Князь Владимир» на сегодняшний день единственное пассажирское судно, которое входит в Сухумский морской порт. Адиса Сагария, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.